Привет, друзья! С вами Одинокий Джесс. Пламенный сердечный привет вам из Бангкока. Хотелось бы немножко рассказать о городе, где я живу, э, где я обитаю, что там хорошего, что там плохого, плюсы и минусы этого города. И, конечно, каждый молодой человек, даже молодая девушка, вы знаете, кто живет в Европе, конечно, хочется побывать в других странах, в других городах. Это намного обогащает нашу жизнь. Вот очень это как бы какую-то энергию дает мне дальше жить. И вот, знаете, очень сложные места, очень сложные города, очень сложные страны, даже это Таиланд. С одной стороны, знаете, это же не английское шрифт, там нет этого латинского деления улиц, ты не знаешь, что там. Вот первое, я просто хочу рассказать вам свою первую поездку в Бангкок, которую я вообще даже в Ютубе я смотрел, и то там не было понятно. И я очень волновался, конечно, когда я приехал в Бангкок. Я давно хотел в этом городе побывать, но вот, к сожалению, вот всегда откладывал, потому что мой английский язык не так уж очень хорош сам по себе. И мне казалось, что я знаю, что я, конечно, смогу сам найти эти карты напечатаны. Но единственное, что я не учел, что вечером, если я попаду вечер, я не смогу найти свою гостиницу. Так получилось, что мой самолет 3 часа прилетел, пока дошел до своей границы, уже вечер, и никак не смог, представляете, рядом этой гостиницы стою, а мне кажется, что у них там большими буквами будет написано, что это вот эта моя гостиница. Я мимо прохожу этой гостиницы, смотрю во все вот это, и самое интересное, внутри, нужно же такое, что внутренний двор, оказывается, это жилищный комплекс из гостиницы. И получается, они не спереди поставили, а сзади поставили это объявление. И вот как я, по-моему, час блуждал по этим темным улочкам поиска своей гостиницы. Тоже это опыт был такой хороший. И вот я говорю, вот не нужно бояться нового, конечно, всегда нужно идти вперед. И всегда, вот, когда не нужно опускать руки, когда трудности перед тобой. Вот. Потом думаю, когда я искал эту гостиницу, знаете, чужеродном, вот в Париже я мог бы с легкостью найти, в Лондоне мог бы, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, Вашингтоне. Проблем нет, я сразу нашел бы э, Торонто, проблем нет. А когда вот это вот такие росписи, и вот по улице люди тоже же, не все знают английский язык, и даже спрашивают, даже идет там, просто стоит там охранник, просто подойти и спросить, и то думаешь, сам найдешь. Но по карте, по всем вот это тут же рядом. И вот такой был у меня опыт поездки в Бангкок. Но потом это, конечно, первый это легкий стресс, а потом вот сейчас я Бангкок знаю как свои 5 пальцев, как будто бы я родился там, вырос. И каждый район у меня где-то... Единственное, я метро еще не ездил, э, вот это транспортом, общественным автобусом тоже не ездил, но вот это АТС транспорт, вот, который метро, который верхний, вот, да, на нем я поездил. Э, Мои любимые места в Бангкоке это Сиам, площадь Сиам, но он очень такой культовое место в Бангкоке, где тусуется, понятно, молодежь тусуется, очень много, это супер олов, таких как
МБК-центр, мол, Only World, Siam Paragon, Siam, очень много этих молов, имеется в виду больших молов, которые по 7, по 8 этажей, там бесконечные эти ряды, там что ты твое сердце пожелаешь, можешь найти. Если ты не хочешь ходить по городу, просто приехал на шопинг, это же рядом с МБК-центр находится гостиница «Принцесса Патухман», вот рядом. И там эта гостиница на 8 этаже, очень обзорное место на весь город, ты можешь 400 метров пробежки, ты можешь пробежаться даже, место пробежки есть. И вот такие шикарные обзорные места для фотографий, для всего вот это. И бассейн шикарный. Я тоже там провел 9 дней, но ни разу бассейн, почему-то, вот не знаю я, бассейн даже, с утра можно туда пойти, пока людей нет. И тут такое очень теплое, жаркое место. Вот единственное, что нужно отметить, что жара. Нужно очень легкие вещи нужно с собой взять. Да, дождь бывает, не муссон тоже там имеет место быть, но оно как бы с мая по сентябрь, вот это дождевые, это у них зимний период, будут дожди, ну, краткое время, вот я сколько раз не был, вот краткое время, вот 30-40 минут, но оно льет очень хорошо, там можешь просто в кафе посидеть, и вот я один раз перед этим дождем заскочил в массажный салон, и все. В течение 2 часов мне делали массаж, а потом я вышел, все, дождя нет. Ну, вот такой, ты можешь любой вот зайти, даже в кафешку, магазин, заходишь, и все. Там нет такой, но, в принципе, зонт можно взять. Это не только от дождя, от солнца ты можешь тоже укрыться. Ну, там, конечно, парни, мужчины это не делают, женщины стараются делать. Вот такие вещи, которые магазинов очень много, супермаркетов, так таковых нет, такие забегалки мелкие, такие 7-Eleven, это в Филиппине, везде во всех этих странах, вот это почему-то очень развит, это 7-Eleven. И вот, ну, там они некоторые 24 часа равно. Очень хорошо воду где выпить, купить вот мороженое какое-то, вот это, какие-то кексики и фрукты, и даже алкоголь можешь там же приобрести. Ну, там в Таиланде такое запрещено продавать алкоголь 24 часа в сутки. И ты можешь с 11 по 2 часа купить, потом перерыв до 5 и 5 до 12 часов ночи. Вот так у них. Два вот этот окошки для покупки алкоголя. Но это очень, мне кажется, это тоже правильно с утра. Зачем? Чтобы люди пили всю ночь, чтобы они... Это просто сделано так, чтобы из-за работы рабочий человек, чтобы мог ночью лечь спать, потом утром тоже он знает, что не будет вот это алкогольного, вот это. И вот только в 11 часов дня они во всех магазинах открывают этот алкогольный отдел. И вот там можешь и пиво, и там таких или вино, или виски, то такое. Но кто пьет? Иногда бывают люди, которые приехали в отпуск, и скучно, иногда нужно выпить. Вот такой. И про еду там очень много. Таиланде развиты, так как это жаркая страна, постоянно жара, и, скорее всего, люди дома очень мало готовят. И вот уличная еда, у них уличная еда очень развита, очень развита. И есть такие закрытых молах, фудкорты, очень много фудкортов. Все эти офисные работники спускаются, и, и вот 12 часов ровно все они спускают, все эти кафе, все эти забегалки они забивают, потом покушать идут обратно на свою работу. Очень много работников, гостиниц, вот очень много персонала,
пачками, такие худые, такие стройные, очень стройных. Людей очень много, но есть и полные, но вот стройные. Вот видно, что очень много офисных работников, очень стройные. Худяшки, страшно худые. С одной стороны, тоже это, знаете, худой-худой, это тоже, это опасно, раково, вот это. Слишком худые тоже, слишком полные тоже. Но это поэтому, конечно, это такая страна, и мне очень нравится там находиться. Знаете, иногда вот люди, очень много людей имеют стресс, какие-то проблемы. Чтобы вот все это откинуть, советую куда-то поехать. Вот, да, ты поедешь Йорк тоже культовое место, но там все за деньги, все за деньги. Да, тебе всё то же самое, и грязь, и бездомные там. Там, я это не вижу, у меня глаза не смотрят на эти мелкие вещи. И я такой человек по жизни, что я даже очень много со мной рядом случается вещи, я делаю вид, что я их не замечаю. Так и нужно, конечно. И единственное, я сейчас последние 2 года начал замечать вот эти проблемы с этими гушами, которые выдуманы этими гушами против нас, чеченцев. Я делал тоже, наверное, раньше делал вид, что я их не замечаю, а потом приходится как-то констатировать это. Я очень наблюдательный человек, поэтому я так как всю жизнь в разъездах, в многочисленных поездках, и вот я замечаю очень много вещей, поэтому вот концентрирую, ролики снимаю, иногда стримы утренние веду, вот рассказываю вот какую-то ситуацию. Я их не выдумываю, специально их не ищу, просто у меня, так как я подписан на многих ингушских этих блогеров, этих каналов, и автоматом что-то новое всегда приходит мне это тоже очень важно знать. И вот это я под прошлым Курхаса рассказывал, вот эта Танзила Чабиева на полном серьезе двухчасовую лекцию провела про эту Курхасы, там везде они бегают, и вот как с ума посходили. И вот потом оказывается, самое интересное, Курхаз откуда взять, это раньше 5 этих снимков в книге, вот это одно русское Павлов, я не знаю, как он, вот это сейчас я не могу, потому что я специально это все не записываю, потому что перед моими глазами происходит тысячи событий, я не могу, вот у меня очень много других забот, других проблем, другие дела, я не специально зациклен, как эти ингуши зациклены на нас, чеченцев, я не зациклен вот на этих ингушах, и поэтому вы видите, я даже не стараюсь все это запоминать, их точные имена, фамилии, это почему, как, потому что я не преследую, просто я веду свой блог, и я рассказываю, что я вижу, что вот, и вот это, она вот двухчасовую лекцию Танцил Шабиев 2 года тому назад провела, и вот на русской аудитории, и вот рассказывают, как это все. А потом, оказывается, откуда этот курхасы появились. Их нашли 5 этих курхасов, 3 курхаса, и вот эта фотография какой-то русской вот исследователь в Чечне, Харачое, самым старым вот этом башни, которые Харачевские, это самые старые, 1000 лет, уже доказано, в советское время уже доказано. Вот оттуда этот фотографии был сделан, в 5 этой фотографии. И вот эти фотографии, вот этой книжки, и вот сейчас эти ингуши быстро поняли, что нужно давай хватать этот, и там даже указано, что это третий вот этот снимок, это из Арачойского склепа. Это Веденский район Чеченской республики, это Ичкерия, Нахчмахой. И, и вот это. Потом, думаю, даже сегодня можно было их разоблачить, вот это все рассказать. Я же
начал с Бангкока. Хочу вас познакомить, городов. Знаете, я просто это разные кадры, потому что когда я снимаю один и тот же кадр, люди думают, что это один и тот же ролик и не смотрят. И вот приходит, вот это тоже Пхая Тхая, это одна сторона Пхая Тхая. Это, кто не в курсе, это один из районов Бангкока, их 50 огромных, больших и сотни мелких районов, дистриктов. И вот Пхая-Тая, вот это метро, там это станция метро БТС, и самое главное, это, конечно, остановки от аэропорта, который красный поезд едет, вот это, как это называется, красная линия, и вот это, и вот это, конечно, остановка, это Пхая-Тхая, вот отсюда можно куда угодно попасть, с Макасана можно, с Сукхумитлайн, с Макасана можно уехать, вот отсюда можно уехать в Ванг, это сторону, это вообще сторону селом Сиам, вот это, вы можете оттуда, вот отсюда можно другие на селом ля, на Сиам ля, на Сикумхит, вот все, вот это развязочка такая, серьезная развязка, аэропорт можно отсюда попасть, и вот такое. И вот знаете, и вот я не начал разоблачающие речи про этих ингушей, потому что, знаете, просто я потом иногда думаю, как я же тоже слушаю каждый свой ролик со стороны, как это выглядит. И я как маленький ребенок пытаюсь что-то объяснять, вот это, и вот это такие потуги, и возничи там, Шулер, знаете, вы, как бы вы не, какие бы аргументы вы не ставили, вот Шулеры, для них это не аргумент. Они вас и по так, и всяк, и по-всякому стараются обмануть. И вот это странно, вот этот факт, есть, представляете, вот какое-то должно быть лицемерие людей, знаете, факт налицо, вот книжка есть, фотографии есть, нет днем и ночью, вот массу арт, они боятся, потому что чеченцы вдруг заявят, что это ихние, и вот этот днем и ночью, вот этот лекции читают. Хорошо, пусть читают. Вот. У нас это такое малозначительно, знаешь, таких очень много вещей в Чечне находят, потому что это же, в этой башне то же самое. Это Харачевское, первое советское время, хорошо, самая древняя эта башня, Харачевская, которая по 1000 лет. Вот она по 1000 лет. И вот никак, и потом вот это, когда эта Кавказская война была, вот они начали строить эти башни. Когда чеченцы перестали строить, вот в 16, 17, 15, 14 веке мы строили их, когда не было вот этих пушек, вот это ядро пушек, которое может здание разрушить. И вот мы строили, и потом, когда мы перестали, смысла нет их строить, потому что пушками их можно разрушить. И вот эти мужчины для престижа, я не знаю для чего. Когда, конечно, у них время, чеченцы в войнах умирали, это 20 лет, это шла Кавказская война, вот другие ингуши, скорее всего, для престижа, для понтов. Вот это, как этот Плато Артем сказал, единственная правильная вещь, которую Артем Плато сказал, если ингушские понты светились бы, их можно было увидеть в космосе. Вот этот Артем Плато. Вот он что сказал? Вот для понтов. Когда это есть, и вот и начали вот эти башни у себя строить. И в Осетии они, и в Дагестане, и в Грузии они есть. И вот это, нет, это мы страна башен.
Я тоже иногда говорю «страна башен», просто для прикола я говорю. Не потому, что я по-серьезному думаю, что это страна башен. Это не в Чечне. Только в Аргунском ущелье 500 памятников архитектуры. 500 памятников. Только в одном ущелье Аргунском. Река Аргун, вот это 500 памятников архитектуры. Представьте себе, в Веденском, Нижегородском, Итумкалинском, Шаройском, Шатойском, Галанчожском. Сколько вот этих памятников стоит, сколько этих как башенных замков, комплексов. И вот это ничего, вот наши новоделы, вот это, да, это мировая. Просто нужно, наверное, вот есть такие люди, наверное, просто мы этого не замечали, потому что они же хитрые, они же прикидываются твоими друзьями, твоими соседями, твоими братьями. И вот они, когда вот так по-наглому они идут, вот с пролом, вот свое, вот, утверждают только свое. И вот тогда ты видишь, что это, знаете, что-то непорядке. И странные вещи. Просто я говорю это про музыку то же самое. Сколько в чеченских, они раньше вообще, у них вообще ничего не было. И 3-4, это же маленький народ чеченцы, когда они жили, 5% их не было. Все они Осетии жили. И вот этом Азранском районе масса жила. И в самом Грозном там, конечно, жило там 20-25%. Вот это Грозном, вот 25 тысяч, имеется не 25, 20 тысяч, 25 тысяч. Потом вот так. Вот они все были заняты только одним. Заняты должностно на это радио, на это телевидение, диктора, вот все это директора школ, издательств, бесконечно вот это офисные, уборщники, Министерство сельского хозяйства, там обкомовские это кабинеты драли, с секретаршами были. Просто все это денежные места захватили, еще учились. А все остальное вот им это не было нужно. Вот культура у чеченцев, но сколько именитых певцов, сотнями певцов были, сотнями барды, композиторы. И вот просвет, вот кассетах, даже сейчас в Ютубе на очень много таких мощнейших песен, композиций, потому что очень много было композиторов у чеченцев. И вот они сочиняли вот это, просто так эти песни, плодили эти музыкальные композиции, танцы. И вот этот, и так получилось, что ингуши пришли, но у них ничего не было. Ничего у них не было. Да, может быть, в Осетии какой-то, я не знаю, что у них было, они же жили с осетинами, и вот голыми задницами, честное слово, пришли голыми задницами. Ничего у них нет. И вот мы, чеченцы, у нас тоже есть гордость перед русскими, перед другими народами, которые там жили, чеченцы, это город. У нас-то были и танцы, все. У этих ничего нет. Дикари пришли. И вот мы вот создавали эти танцы, создавали свою музыку, даже чеченскую, чтобы этот человек, который все это, они же у нас еще живые, они умерли живые, сидеть всех этих событий. Это в войнах, вот это до войны был этот ансамбль танцы, пляски, которые в войнах 80 лет. И о войне, вот до 44 года, вот это другой ансамбль был вместо войнах. И вот они, как это танцы ингушские, когда в 1934 году создали Чечено-Ингушскую АССР, они, языка у них не было, ничего не было. У нас же был шрифт латинский, уже книжки давно издавались в Чечне, вот, альбомом, именитые писатели у нас были. Ахматов, вот это сколько поэтессы, все вот это. И вот эти пришли, это один Идрис Базоркин, это еще НКВДшник, он еще не писатель, непонятно кто. И вот они с нуля подняли этих ингушей, честно, искренне, думая, что они их не братья.
Вот и сперва танцы им сделали, создали это ингушское. И единственное, вот сейчас они гордят, это ингушское везде, в Ютубе, это чеченцы. И на основании своего танца создали этот танец. Еще музыку чеченскую туда включили. Это музыка, которая именно от чечен. Самую лучшую музыку, да. Сказали, так и сказали. Вот они выступают по телевидению, говорят. И вот этот руководитель говорит, дайте, когда сказали, что мы создаем ингушский танец, вот этот руководитель говорит, дайте самую лучшую чеченскую музыку им, чтобы вот чтобы ингуши вот это. И вот так мы их поднимали, вот так мы даже не были в обиде, что они наши места заняли, наши квартиры в Грозном. Вот это, нас, эти русские, специально, для того, что ингуши, если ингушей там в Грозном не было, вот таких продажных, подстилок, бы, вот они бы с чеченцами так не вели себя, эти русские. И вот всегда ингуши, это такой пласт, народ, скажем, очень сложный, конечно. И вот они всегда умудрялись, и Кавказская война, когда она закончилась, выгоду получать они были. Все чеченское захватили. И вот сейчас то же самое, как варвары вцепились мертвой хваткой на нас, я не знаю, и уже сколько лет, почти 9-й год пошел, никак не хотят отпустить. Это еще 9 лет активная их деятельность. А так они с 12-го года, вот, уже 12-го года они это начали. Уже сколько лет? Уже 14, почти 15 лет вот цепились мертвой схваткой. И вот это ложь, сейчас очень много людей, у нас чеченцев, как именитых профессоров, вот академиков, все это как-то, я не знаю, как-то культурно относятся к ним. Это на поле битвы так нельзя. Вы видите, что это сама оголтелые лгуны, оголтелые вот это урушки. И вот как с ними по-человечески вести этот разговор. Поэтому вот мой разговор как... Вот, я же тоже мог бы, вот как сейчас, сидеть просто так рассказывать. Ну, как с ними вести такие разговоры? И никак, и с ними нужно на их языке, знаете, эти люди не понимают другого языка, их нужно просто своими вот этими, если наркоман, проститутка, вот так, вот только так, знаете, их нужно как будто бы вот нужно как-то, нет никакого уважения к ним, потому что, знаешь, самые последние люди, самые последние. И вот и никакого уважения к ним, потому что, хотя ингуши говорящие, это громко, это ингуши говорящие. Это непонятно микс вот этого осетинского и чеченского, который у нас в кабинетах они продавались оптом и розницы. Владикавказ, наверное, то же самое. И вот эти аморальные личности, которые вдруг, когда все было хорошо, жили себя в Грозном, шиковали, и потом задница припекло, сразу прибежали обратно. И все захватили. Эти бедные, несчастные, чистокровные ингуши, как где-то живут, не имеют ни права голоса, ничего. Вот молчат в тряпочку. И кого боятся? Я понимаю, вот ты откроешь рот, потом целая толпа прибежит в твой двор, перед твоими родственниками, перед твоей женой, перед твоей матерью, отцом, тебе будут оскорблять, кричат, орать. Поэтому боятся вот этих. Они же все, они адекваты. Вот чтобы вот этих разборок не было, по-моему, пришли люди молчат, отдали все свои права вот этим проходимцам. А проходимцы, знаете, это классика жанр. Что и русский, что украинский, везде они. Они везде. Когда видят легкое наживо, сразу же клюют. И хочется и славы, как и Танзила Чабиева. Казалось бы, если слушать, нормальный человек. Но вот она начинает свою вот это
вот это, возвышаться за счет других вот это, делать вот эти. А так она безграмотный человек. Честно слово, вот со мной я имею больше этих академических знаний, чем эта дурочка, которая всякие говорит. Что там только они придумывают. И вот это ведет эти лекции. Единственный язык, да, вот это она как-то, наверное, всю свою жизнь это или от крови, или от матери, от отца, не знаю, кто там, осетин, русский, чеченец, ингуш. Вот это непонятно, конечно. И вот кровь, смещение, вот это. И вот язык, да, у нас у многих хорошо подвешен. Я тоже, если, наверное, был бы грузинским, родился бы в городе Грозном, и всю свою жизнь прожил бы там, наверное, у меня тоже речь какая-то была бы, как вам сказать, такая бойкая. Но, знаете, мы же не можем, не все рождаются в столице своей республики, не все вот это многое. Просто нам не надо было это речь, нам не нужно было говорить на этом русском. И мы, конечно, вот я стараюсь, как я могу. Мне кажется, при моих вот это иногда, да, бывает, я же каждую секунду должен вспоминать, что я же не могу вот взять, она же не активна у меня, я уже сколько лет, даже 30 лет по это русское не разговариваю, и мне очень сложно, конечно, так четко, ясно говорить, но в любом случае я смогу вашу подлость раскрыть, об этом сказать. Вот ваши мелкие это обиды, ваши мелочные дела, или человек, знаете, нужно ответить своими низменными чувствами, нужно как-то, я не знаю, как-то, я не знаю, достоинство. Оно, знаете, у нас, кавказцев, оно имеет смысл. Честь тоже имеет смысл. Вот как можно вот так разбросаться этими вещами, базовыми ценностями кавказцев, чеченцев, ингушей, неважно, осетин, вот, грузин, и адыгов, балкарцев, вот, черкесов. И вот у нас это база, вот почему мы кавказцы, почему вот это. Да, вы, одной стороны, вы самое-самое говорите, что вы автохтонный народ Кавказ, вы такие-сякие, вы самое-самое-самое. Все, что цивилизация Кавказа, это от вас вышло. И чеченцы от вас тоже это пишут. Мне очень понравилось. Это же чеченцы от ингушей вышли, да, мы от вас вышли. И вот наслушаюсь это безграмотно, вот этого Танзила Чеба, вот она это, наверное, специально ведет, потому что она ученица вот этого Ибрагима Дельхигова, подонка, это подонка, который всю свою жизнь прожил в Грозненском университете, вот это, все, он вырастил вот это, все ее ученицы, вот даже вот эти Марьям Ялхарой, тоже ученица, вот эти Ибрагима Дальхикова, но в Грозном. И эти Танзила Чаби, ученица Ибрагима Дальхигова в Азранском университете, Магасе, Назран, я не знаю, где это находится, вот там они учились в 2008 году, вот этот Танзила Заур тоже ученица Ибрагима Дальхигова, и вот этот Ибрагим Дальхигов, ученик вот это Идриса Базоркина. Вот так это. Вот такая у них вот это академические знания. Не знаю, какой-то чеченофобии у них. И вот своим вот страсть, вот я могу вот как, вот на вот специально, вот сейчас она начала мстить нам. Мало у него это античеченские тезисы, которые она в прошлом году выпустила. Мы количественные, но мы зато качественный народ. И что чеченский язык, ингушский материнский, а чеченский вети ингушского. И еще добавила, что тюркские корни имеют чеченский язык.
И вот такой вот этот античеченский тезис, я вас с ними познакомил, вот этой глупышки, ангелочки, и вот это низкого пробного, вот это Рустам Бузуртанов там, они вот какая-то кучка вот этих негодяев, подонков, которые вот негодяи, потому что врать это нехорошо, лгать это нехорошо, оскорблять других это нехорошо. И пользоваться своей вот этой вседозволенностью. Э, Да, в советское время их бы КГБ бы давно бы собрала бы в кучу и пожитками Агадан бы отправил бы. Но российская власть, она благосклонна таким вещам, потому что еще свежие две чеченские войны, свежие вот эти конфликты, и вот они на всякий случай этих ингушей вот подпитывают вот это античеченское как это называется, антифобии, и вот стараются благосклонным быть, конечно, своим агентам, конечно, будут благосклонны. Вот такие вещи, которые нас не сближают, а наоборот, вот так вот. Какая-то пропасть появилась, и я не знаю, товарищ ингуши и некоторые товарищи чеченцы, как-то нужно быть серьезно относиться к вещам. И не по словам, а по делам нужно смотреть. И вот эти, конечно, они все работают на зарплатах, они все. Вот. Кто платит, тот показ, наверное, заказывает и музыку им. Вот такое, и вот таком, знаете, это очень печальные вещи. Я вот, как я не думал, что вот чеченцы, вот, одной стороны, они может, вот, все это присутствует, знаете, стоят и нас оскорбляют. Вот как это можно, вот, сами начали, сами вот ищут любого повода, по любому поводу, вот начинают возбуждаться, а когда мы их ставим на место, и начинается вот это, вы никто, вы чачан, вы качанич, а вы дикари, которые амазонки. Это благодаря нас, чеченцам, вы спустились с этих ущелий. Вас не хотели, никто вас не хотел, никто вам не разрешал. Это кабардинские князья, это были правы. Они говорили, это дикари, их лучше их вот так в ущельях оставить. И вот мы, чеченцы, и решили делать добро. За вас заступились. А вы сразу не спустились, и давай сразу. Сразу же 1700 каком году первый контракт с Россией сделали, а потом 1810 году второй контракт. И вы говорите, что вы чеченцы не существовали, это вы существовали на это простор. А вы знаете, когда вы в 1810 году вы подписывали вот этот контракт с Россией, дали собрать всех женщин, детей, вот то, что вы сейчас говорите, это Ингушетия, вот это, даже оно не Баламуш, но вот так по-грубому, вот Ингушский округ, который в военном даже округа не был. Это в 1862 году вылепились птенчики. А до этого вот фамилии, там 6 фамилий эти, и вот всех собрать вас, 5000 вас нет. И вот как вы могли покрыть всю Чечню? В Чечне знаете, сколько населенных пунктов? Даже тогда их было больше, потому что много было хуторов, аулов много было. А сейчас это даже в Горной Чечне, вот в Горной Чечне до 500 их было. Представляете? До 500 аулов. Потому что, как сейчас люди не компактно жили, в каждом, где можно, вот уголке, гор, вот это, где поляна, вот это, там строили дома, башни, вот это. Вот так они и жили. И даже сейчас 400 населенных пунктов в Чечне. Как вы 1000 человек это покрыли. Всю Чечню вы покрыли. Еще утверждают, что вот Осетия, это тоже вы все там жили.
И как вы могли вот огромную территорию покрыть? И 1000 человек это, и вот это все покрывали. Вот это странно. Странно, странно, странно. Вот как-то вот я говорю, что это если просто даже не нужно быть ученым, 5 пядями в лбу. Просто сесть, вот даже вот любой человек может разобраться. Это странно. Даже сейчас, никогда у вас на территории не было войны. Ничего с вами не происходило. Даже сейчас вы самый малочисленный народ на Северном Кавказе. И даже сейчас вы это самый малочисленный. Как вы могли тогда, 200 лет тому назад, когда у вас было 1000 человек, вот всю Чечню, знаете, там Чечня как был? Был Грозненский округ, был Алгунский округ, был Ишкеринский округ, был еще соседний Хасавюртос, который чеченцы там тоже, ауховцы жили. И вот как это вы все это покрыли? Вот и хотелось бы знать. Даже сейчас вы не можете, у вас, сколько у вас населенных пунктов? 40 населенных пунктов. Это же смешно. Это еще это чеченский вам добавили. А так у вас только 30 населенных пунктов. В своих унгурских только 30 населенных пунктов. И вот чеченский вы добавили. Малгобекский район, Сунжский район. Добавили с вами чеченский. Бывший Галштинский, бывший Ачалукский, бывший Пседахский район. Тоже мало Чечня, чеченский территории. Город Малгобек чеченский, Карабалак чеченский. Этот Орджоникидзе, бывший Орджоникидзе, станица Орджоникидзевская, сейчас Сунжи, по-моему, этот, тоже чеченская. Что у вас вот, свою, как вы могли быть вот до Ургунавы, от Дарьяльского ущелья до Ургунавы, говорите, вы существовали? Если вас всех вот, я всегда говорил Туку, много чеченцев тоже ошибочно говорят, что вы были изъятым Тукумом чеченца. Вот я недавно слушал чеченского филолога Азамата Дишни, который спорит с Ингушем, вот это Ахмеда Бархо, а он не говорит, что вы 10-й Тукум. Филолог не говорит, что он говорит, что вы тейп чечен. Вот, представляете, оказывается, вы были тейпом. Одним из чеченских тейпом, которые вдруг решили, это какое-то было, сейчас я забыл, это какое-то историческое событие, и там нужно было подтвердить, вот все собрались, все тайпы чеченские собрались, и нужно было подтвердить что-то. И вот говорят, вот вы не подтвердили это какое-то, и вот откололось от нас. Вот. А этот филолог говорит тейп. Вот это самое интересное. Потом я думаю, почему он, вот все говорят почему-то Тукум, а вот чистый профессионал, филолог, говорит, что вы тейп. И вот я понял, я начал немножко интересоваться, и вот он это все описывает. Он просто по языком вот это, вот все разложил. Он преподаватель, вот, раньше я почему-то вот это, на это Азамата, представляете, до 2018 года, вы думаете, ингуши были мирные, порядочные граждане? Нет, не были. Потому что я очень много, вот это Азамат, он такой мягкий, он такой очень добрый, он такой ангел, он человек как ангел. Тут он, ну да, он говорит резко, не то что резко, он говорит, что вот я бы не смог бы перед ингушом сказать, что вы наш тейп, потому что я знаю, что это взорвет второго. А он вот это он говорит, да. И вот Ахмед, постоянно это разговор с Ахмедом Барху, и вот все эти мужчины нападали на него, сколько грязи на него лили на это Азамата. И
такой порядочный человек, вот он такой очень спокойный, очень тихий. И вот нет, даже у меня вот я не смог бы вытерпеть. Вот он такой. И вот грамотно он преподаватель университета, вот владеет нескольким французским, совершенно английским. Вот сколько языков он владеет, скорее всего, он, знаете, почему? Он читает эту всю литературу в оригинале, он все, наверное, читает, и он там на этих английских сайтах, на французских сайтах, и вот он не только на русских, вот он знает того, что не знаем мы. И вот этот человек утверждает, что вы были тейпом чеченцев, которые потом откололись, потом к ним присоединились, и вот это. И хорошо, что вы откололись, честное слово. Хорошо, что вы ушли от нас. Иначе, не дай Бог, не дай Бог. Вот мы сейчас бы жили бы вместе, вас, аморальных, разбавили бы с нами. Вот русских так и хотели, так и мечтали. Они вас обманывали, что вы хорошие, вот вы, вот, они горой за вас, но у них другая цель, используют вас против чеченцев. И вот с нами разбавят непонятную массу, чтобы у нас не было вот этой стойкости, чтобы у нас не было этого героизма, что мы вот какая разница, чеченцы хотели из нас создать с помощью вас, чеченцев какая разница. Мне кажется, в 1934 году вот они такую цель преследовали. И вот не получилось, потому что у нас ДНК заложено это, а у них на словах это, понимаете? И вот сейчас это в настоящее время, все это они доказывают свою никчемность, свою, не знаю, как их не обидеть, но зачем обижаться? Если я был бы плохим человеком, и кто-то мне сказал, ты плохой человек, ты вот так поступил, ты гнилой человек, ты вот так сделал, и это же, если я это сделал, значит, я сделал. Это значит, не его вина, человек, который говорит, что вот ты такой, а это моя вина, что я допустил, что про меня вот такое говорили. Это значит, если я что-то говорю, товарищ мужчина, что вы подлые, вы ничтожны. Это не потому, что я вот ингушефоб, я не люблю вас. Нет, это потому, что вы мне дали основание так говорить. Вот в чем разница это? И я не философ, я не психолог, я не могу залезть в вашу голову, понять, что у вас там непорядки. Конечно, вас нужно лечить, и желательно поскорее, иначе пожар. Иначе вы один раз вы упали, второй раз вы упали. Мы-то с чеченцы стоки, мы и холод, и горы, и мы можем пережить все, но вы в инкубаторных условиях выращенная нация, которая еще и не до конца состоялась, потому что если вы бы состоялись, вот на такие мелочные вещи, то, что вы сейчас творите, это понятно, это нация и состоялся еще. У них ничего нет, вот раньше мы так отдавали вам всю эту музыку, танцы, все, вы приходите, братьям, и дайте нам это, дайте нам такую композицию, дайте нам эту композицию, такой спектакль. Вот сейчас это основание, что где-то спектакль, где-то танцы, эта музыка звучит, это наш. И вот сейчас, а сейчас это тогда было, когда мы вместе жили в одном доме с Ингушетией. А сейчас вот другое. Это есть основание, вот берут запись, видите там, это наш. А то, что это вам будет чеченское, да это еще в другом композиции, это можно доказать, это можно показать. Нет, это наш. Вы, чеченцы-то, не существовали. Вот это, мне не кажется, что это сами ингуши это придумали, что, чтобы, я понимаю, 500 лет это Россия с нами никак не могла справиться. И, скорее всего, на Лубянке вот это нарративы, придуманные на Лубянке, что чеченцы не существовали, существовали ингуши, конечно.
Им-то это так хотелось бы, чтобы потом, знаете, э, извините, я считаю вас недонародным, потому что если бы вы были бы действительно народом достойным, древним, вы бы так себя не вели. Это как цыгане себя ведут, ничего у них нет, и как цыгане. Это как понять вас? Зачем вам кричать, что у вас это ваш мозг? Если она у вас есть, она есть у вас. Не надо об этом кричать на каждом заборе. Если у вас есть танцы, не нужно об этом говорить, потому что такие же танцы есть у чеченцев, такие же танцы есть у осетин, такие танцы у кабардинцев, у дагестанцев, у адыгов, у абхазов, у грузин. И вот на Кавказе не надо утверждать, это я, кричать и бить себя в груди, говорить, что я сам, потому что то же самое есть у других. Вот вы говорите, это башни все, где такие башни, это наши территории. Вот какой ноу-хау. Вот эти американцы тоже, наверное, где все небоскребы построены, это наши, потому что мы первые начали строить эти небоскребы. 1800-х годах они даже начали строить. Но с 1930 года очень много небоскребов. Чикаго, Нью-Йорк был построен. И вот было бы интересно, да, где построены небоскребы, это наша территория. Значит, весь Бангкок, Таиланд, Бангкок есть американская территория, Сингапур, американская территория, Гонконг, американская территория, Шанхай, американская территория, Токио, американская территория, Сеул, американская территория, Мельбурн, американская территория, Сидней, американская территория, Монреал, канадская, американская территория, Торонто, канадская, американская территория. И сейчас много в самом Сан-Паулу, американская территория, Сантьяго. Получается, что где небоскребы, это все американское. То же самое. И вот башня, у нас башня, все, что башня, это наше. Как это? Это серьезно? Вы так, вот такие умные? Вы такие продвинутые? А где ваши столицы? Где ваши небоскребы? Вот покажите нам. Где ваш Азрань? Колхоз. В 1969 году он стал городом. И то за эти 3 завода, которые там построили. Стал городом. Если их не построили бы, до сих пор было бы село Назрань. Владикавказ, когда стал городом? Указом царя. 1860 года. Город Грозный, когда стал городом? 1860 года. Город Грозный, город Владикавказ, Назрань был построено одно время, на одной территории. Вот этой Кавказской линии, когда строили, вот этот Владикавказ, Назрань, Грозный был построен. Почему ваш Назрань не стал как Владикавказ, как Грозный полноценным городом? Вот вопрос, вопросики. Это вот так, знаете, вы можете утверждать что угодно, говорить что угодно, лгать как угодно, фальшивки показывать и все фальсифицировать, но вот на вас посмотришь, ваших 30 населенных пунктов, и именно ингушские, и ваш Назрань, и все понятно, всем понятно. А Магаз это микрорайон, город Грозный. Грозный вот такой микрорайон. Сколько микрорайонов в Грозном? Вот один из микрорайонов Грозного, ваш Магаз, который вы... Вот вся ваша цивилизация древняя. Вот видно она. И потом, правильно этот Артем Платон сказал, если ваши понты светились бы, они в космосе бы высветились. Молодец, Артем. Понтоваться, строить это для понтов эти башни, знаете.
я даже не профессор, даже просто я, как обычный человек, вот я все вас слышу, смотрю на вас, и вот я вот так рассуждаю. Я даже, знаете, еще я, если я какую-то цель преследовал бы, я бы все это записывал, чтобы был красив, чтобы был эффектно. Я бы вот именами бросался бы, цифрами бросал. Я даже не, я просто имею с человеческим или языком разговаривать с вами, потому что это не политический блог, это не исторический блог, это мой личный блог, который я веду, потому что, конечно, это сперва вот о своей жизни, как я, чем я занимаюсь, где я работаю, дома, кухня, что я готовлю, как я живу. Вот хотелось про себя. Вот первоначально цель была вот это. Но так как вы вмешались в мою деятельность, мне пришлось вам ответить, и потом из-за этого скандальчик за скандальчиком, ваши оскорбления. Вот меня первый, я когда выпустил ролик, я ни о чем. Я просто выпустил ролик, когда в Бангкок я приехал. Это 2024 год, так как сейчас, помню, апрель месяц. И я там взял в руки телефон и просто подумал, где-то я что-то увидел, это про Рамзана Кадырова. Чего вы к нему? Мы же не говорим про ваших этих глав республик. Почему вы придираетесь к нашим главам? Он глава Чечни. Если чеченцам он нравится, какая вам это, какая вам до него дело? За своими штанами, за свои вот это смотрите, зачем смотреть. Значит, вот я вот так выписал, что там, какой там, какие только оскорбления не было, что они только мне не вот это. И вот тогда я понял, что я что-то, может, и вот тогда мне это все резануло, вот почему вот я простой человек, я ничего не сделал, просто сказал свое мнение, и вот такое ненавистью, какой-то злобой на меня набросились, оскорбляли личность. Вот ты, язык твой не так, это не то, что там только не было. И вот тогда я понял, что-то больные люди, что-то непорядки у этих людей. Вот я, вот тогда я начал это все раскрывать, просто начал. Раньше я проходил мимо, а потом я начал смотреть их ролики на телевидении, на это, на все. И, и вот тогда я понял, что это все такое. Потом я узнал, что, оказывается, ингуши ненавидят чеченцев. А у меня был такой образ чеченцев, ингушей, что вот они наши братья, они вот это. Оказывается, не так. Оказывается, давно мы прошли этот рубеж. Рады это дно, вот были этой грязи, так и останется. Мы, чеченцы, вам покажем. Всегда показывали. Вот. Вы на того поставили. Вы Любянку поставили не на то. Это наше время, современное время. Это не так, как раньше. Все ваши вот это видны. Вот сколько у вас продались, сколько вы. Даже сейчас это не нужно вас покупать, вы сами готовы отдать за бесплатно. Вам даже никто не платит. Вот эту работу это русских националистов, вот античеченскую эту работу, вы сами за бесплатно выполняете, топите нас, мочите нас этой грязи. И вот перед всеми народами Кавказа, вот хотите наш, не знаю, авторитет убрать. И вот чеченцы, для Кавказа чеченцы самое-самое, а сейчас нет. Вы хотите сами быть вместо чеченцев, наркоманы, проститутки, и проходимцы, и лгуны, и лгушки, врушки. И вот вы хотите это место занять. Занимайте, пожалуйста. Мы не против. Просто нужно, знаете, дорогие, вот поэтому я никак не могу понять вас. Стараюсь понять, конечно.
Они обижаются. Это ингушам, которые обижаются сразу, зачем вы про нас говорите, почему постоянно. А как? Вы постоянно днем и ночью не замолкаете эти глаза, вы только заняты вот это подстрекательством, вы только заняты провокациями. И каждый, это 24 часа в сутки, у вас нет ни перерыва, ни отдыха. И поэтому это я один, 2 человека, 3 человека про вас говорят, а у вас же сотни, тысячи этих провокаторов. Вот только мы несколько человек, просто я-то, у меня-то и подписчиков нет, ничего нету. Я просто, да, у меня резонансный блог, и я что-то говорю, конечно, да, это как-то идет, и 1000 просмотров, но это такое, знаете, мы же не рады славы, а не рады забавы. Рады чего-то, вот каких-то вот этих пунктов. Мы просто, я действительно волнуюсь, действительно это больно видеть, слышать, и поэтому я говорю. И вот этих пара людей, это, они были бы чеченцы, я точно так же на них это говорил бы. Вы не думаете, что я бы, вот были бы чеченцы такие подлые, вот как в Ботве. Да, у нас есть ишкеринские, но они не такие подлые, они заблуждающие. У них как Госдеп США им платит, чтобы Рамзан Кадыров нехороший, потому что он нарушает права человека. Ой, это в России. Нарушение прав человека это такое незыблемое действие. Интересно, самих русских как? У них все нормально, эти права людей? Вот это интересно. Сами эти русские националисты, понятно, не любят чеченцев страшно. Все беды России от чеченца, не от коррупции, не от бандитов, не от безвластия, не от все беды, не от бедности, вот все беды чеченцев, потому что дотации чеченцам, они вот так. Все возмущаешь, чеченцы казахские станицы переименуют другие названия. Прежде чем был там казах, ой же, Екатерина II Петр был первый на Кавказе, потом Екатерина II колонизировал Кавказ. Прежде чем вы колонизировали нас, вы нас, там же чеченский населенный пункт, чеченский аулы были. Это, и вот, конечно, восстанавливают свои старые имена и правильно делают. Ну, вот такое. Я всегда говорю, ребята, футбол это игра в два ворота, не в одни. Если вы что-то сказали, вам ответить. И не ждите корректности, потому что мы это рубеж давно прошли. И вот такие дела, конечно, не дают нам оптимизм будущее, конечно. Это жестко. Конечно, я вижу только один выход в этом положении, это безвыходном положении. Вот жестко или ингушская власть должна на них наехать и этих провокаторов присущить, этих новоявленных, это они уже на статье, насколько фейки создают, вот фальшивая информация, все это, насколько это уголовный кодекс, они статьи рушили, вот это, фальсифицируют это все, и вот этот карта, этот лживый, вот это все нужно как кому-то расследовать. Конечно, наверное, уже расследовать, просто если, наверное, я просто не знаю об этом, наверное, все это знают люди, кому нужно знать. Просто ждут, наверное, мне кажется, сейчас их безнаказанность, вот когда СВО закончится, вот их приведут, мне кажется, чувства, потому что нельзя бегать безнаказанно, кого-то оскорблять.
и придумывать все это, целый народ вот травлю друг на друга. И вот это потом, это я не, это не я, это какой-то Антон Павлович Чехов написал. Вот я это просто, это как этот продажный товар, вот этот Узуртанов. Это не я, это книжки написано. То, что там книжка одна строка, до этого там целая страница, как это было, в каком контексте это было сказано, потом что перед этим был, какой текст был, после этого какой текст был, какой-то имел он значение о чеченце или вот именно там слово где-то там найдет чеченец, все вот это негативно. Ты же можешь и позитивно высказать, и негативно. И вот это негативно, вот это все, вот это утрировать. И я вот, это не я, это Антон Павлович. Вот так вот. И вот думаете, вот это пройдет у вас? Нет, не пройдет. Вот Бог вас наказывает, Он, надеюсь, будет наказывать. Вот нагрешили на 100 лет вперед, короче. Так что 100 лет вот за ваше, вот вы, как вы падали, будете падать. 34 год у вас, получается, всего лишились, и 92 год обратно всего лишились. Сейчас, я так думаю, вы не останавливаетесь, нам, чеченцам, выборов вы не даете, а мы свое возьмем. Вот вы же тоже требуете, что где-то там 300 лет тому назад какой-то ингуш какому-то путешественнику сказал, это так, это наш, отдайте нам обратно. Вы же тоже бегаете. И вот точно так же, это юридический документ 1928 года по 1991 год находился в составе, вот этот Малгобекский, это Сунжский район, в составе не Ингушской, а Чеченской области. Вот. И вот это есть, почти 80 лет он находился, это ничего, а то, что ваши догадки, ваши эти сказочки, басеньки, вот это. Все основано, все на коленках пишите. Вот такое. А как я начинается? Начал про Бангкок, вот закончил дорогими своими ингушами. Просто это мне касается, потому что в кругом рядом все ингуши, все мои знакомые ингуши, в школе, везде. Даже Тамара Янди, моя любимая актриса, тоже ингуш. Вот она поет эту песню чеченскую. Тамара Яндиева, она поет. И это же чеченская песня. Просто перевели на ингушский язык. Она поет в каком-то спектакле, я не знаю, где-то какой-то мероприятие поет, как ингушская. И, конечно, сейчас она через 30 лет стала ингушская. А чеченская песня. Просто перевели на ингушский язык. Вот много чеченских песен, старых переводов тогда тоже это было же. Мы никогда, чеченцы, не переводили ингушские песни на чеченский, потому что там не было ничего. Просто очень много чеченских песен было, очень много. Знаменитых, таких мощных. И вот очень много спектаклей у нас было. Боже, каких только спектаклей. И вот эти все эти музыкальные композиции переводились просто на ингушский язык. Переводить, и где-то там они исполняли, наши чеченцы не были против, и вот так много, это же совместное проживание в Чечне-Ингушетии, 80 лет, 70 лет, и вот оно, вот это очень много всего, даже книжек, все это было, не было границ, не было вот понятия чеченское, это ингушское. А сейчас это была, конечно, большая ошибка, нужно было фиксировать. Они-то даже не было ингушского, они старались писать тогда, представляете? Это как это сейчас пишут, что нет ингушского, они пишут, что это ингушский. Это чтобы на потом, через 20-30 лет, чтобы было, где, видите, в 2024, 2020, 2018 это было написано, что это ингушское. Вот это чтобы было, чтобы на потом, чтобы спор когда будет,
А такие дела. Ой. Ну, Бангкок нужно приезжать, конечно, там очень много массажных салонов. Если у вас болят ноги, спина, там грудь, там полезно очень много. Есть еще и еда тайская тоже. Из морской, конечно, свинина, вот это мясо, это тоже. Но можно тоже, там и курица бывает, и бывает вот это морским вот этим, как рыба, вот это. Можно тоже. И там и другие явства. И корейская еда есть, японская еда есть. Тоже можешь выбрать. Можно очень хорошие покупки сделать, золото можешь купиться. Но там нужны хорошие деньги иметь, конечно. Но там из арабских стран, вот это с Малайзии, Сингапура приезжают мусульманки, вот это дома, вот эти квартиры, вот эти всякие дома. Оттуда скупаю все это золото, вот фирменные, не это, а рынки тоже, вот МБК-центр, вот тоже Ол, там очень много золота, ой, целое золото, огромное золото навал. Так что кому как, кто-то на прогулку. Ну там дали единственный минус, далекий перелет, вот это да. Далекий перелет. Еще там есть выходной рынок, который в субботу-воскресенье только открывается. От 10 до 6 вечера, по-моему. А нет, там, по-моему, круглый сутки. Вот самый большой рынок, который имеет 16 тысяч продавцов. Как это, лотков, 16 тысяч лотков. Там огромные секции. Конечно, тоже очень сложно, конечно. Потеряться можно. И сложно найти, хотя у меня была напечатана вот эта карта, но там сложно, конечно, очень сложно найти все это. Есть вот на крышах гостиниц бассейне у них очень шикарно. Есть такой вид, бывает шикарно, так опасно там находиться на краю, такие, как вам сказать, у меня была гостиница, у меня предпоследний этаж, мой номер идет, я такие большие деньги заплатил, чтобы самый последний этаж был. И там такой дождь пошел, и оказывается бассейн сверху. И она, когда вот дождь идет, она вода плескается, плескается, плескается. И мой номер, чуть-чуть вода пришла. Для меня это был шок, конечно. Окно, не номер пришел, а окно. Вот так шел этот бассейн. И вот я, как, оказывается, там сверху был бассейн. Никогда не берите номер, где сверху, последний этаж, где сверху бассейн. Это очень неприятно. Еще страх, как ты же на небоскребе, и последний этаж. Если там бассейн, представляете, сколько тонн воды сверху, и что-то там, это она может разнести вот этот этаж, который ты находишь. Вот так и тебе кажется вот так, что может такое произойти, а так не может произойти. Это бассейн, вода. И вот как это, недавно был там землетрясение, в прошлом году, в прошлом году, по-моему, было землетрясение. Этом году был, в начале этого года, было землетрясение в Бангкоке. И вот только один строчный небоскреб упал, все остальное там держится. Вот такое. Знаете, не думаю, что все вот, не провоцируют свое на других. Вот вы думаете, вот такие аморальные личности, плохие черные сердца у вас, завистливые. Вы думаете, что чеченцы тоже нет, мы такие благородные люди. Сколько вот даже на такие многие чеченцы вот не замечают ваших подлостей, представляете? Вы все как сумасшедшим раньше бегаете там.
с ума сходите, а многие даже не замечают этих ваших подлостей. Вот такие хорошие люди чеченцы. Есть и мужчины тоже хорошие, но вот они все свои права отдали вам, проходимцы. И не вините нас, если мы будем про это рассказывать, это высветливать. Да, знаете, если подонок, я не буду сюскаться, я не буду из его облагораживать, говорить, что он такой человек. Нет, это самое дно, это самое дно. Поэтому вот так, какой привет, такой ответ. Я сам, а не злой человек, не плохой человек, но вот даже никогда, первый раз в своей жизни, просто я сейчас помню, многие говорят, вот это сейчас, они не могут ничего найти, вот сейчас начали, я заметил, под комментарий пишут, да зачем такими словами бросаться, типа я матерными словами. Нет, я не бросаюсь, я голос занят, это что? Это такой афоризм литературный. Наркоманы, проститутка, это что? Только 3 слова я бросаю. И это вы хотите подвести меня, что у меня грязный язык, вот такие вещи говорю. Зачем за чужими? За собой присмотрите, чем вы, сколько вы грязь, какие слова вы употребляете. Вот мне подруг тысяч комментариев ваших, сколько там грязи. И я должен на вас вот так, если я должен на вас вот так, я не идиот, знаете. Пусть другие чеченцы, которые это не могут себе позволить, пусть с вами вот так бережно относятся, но я не собираюсь к вам бережно относиться и не собираюсь вас люлюкать. Вы давно из детского периода садика вышли, и так что и будьте добры, пора повзрослеть вам, и вот, знаете, отвечать за свои действия. Вот такие дела. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон, не буду дальше говорить. Я могу, конечно, это философская беседа вести без конца, бесконечно эта беседа, но, кажется, не стоит это дело вылупленного яйца. Хорошо, что мы поняли, вот четкая грань, что такое ингуши, что такое чеченцы. Мы это увидели. Если я говорю, флаг вам в руки, дальше оскорбляете, дальше унижаете, это ваше личное дело. Знаете, вы нас, чеченцев, не унизите. Это мы кремень, вы знаете, мы кремень. Так что не впервые нам это... Тогда, конечно, когда враг виден, а сейчас это как бы... Это братья, они обиделись, они обидчивые. Вот такой вот эти афоризмы. Ну, что вы обидеть? Вы же, они девушки, чтобы обижаться. Я вот не пойму вас. У каждого человека должно быть свое достоинство. У мужчины свое, у женщины свое, у матери свое, у отца свое, у сестры свое, у брата свое. Вот я поэтому и говорю, что вот все это очень до нас, все это постулаты написаны. И наши предки, наши отцы, матеря их соблюдали. Мы должны соблюдать. И нашим детям это должны передать. А не для того, что, вот знаете, хотелки, знаете, хотеть может все что угодно. Вашего хотелочки вот досталось, честно. Как маленькие капризные дети. Капризулька. Обижается, не обижается. Я не говорю о всем народе, я говорю о кучке ингушеговорящих, которые вид бал у них. Вот ваша элита, она почему-то стала. Вот. И квалитет, стандарты, ГОСТ упал у вас. Так что еще, конечно, не поздно восстановить себя.
реабилитироваться в лице чеченцев. Но, скорее всего, такой цели у вас нет. Вы сорвались в бездну, вам никак не помочь. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон из города Бангкока. Решил начать про Бангкок, закончил с ингушами. Ну ничего, это наши дела, это наши повседневные заботы. Хорошо, что вот так это все, что у нас нет реальной войны, мы можем в интернете как-то баталии проводить от интернета. Не физически, никаких вот этих контактов. Конечно, вам хотелось бы ингушей, нас физически, даже меня и других чеченских блогеров вы преследуете, стараетесь. Если я даже объявление в газете печатает, что найти того какого-то человека, меня тоже ищете, никак не можете найти. А чем я честное слово, это последнее будет то, что в моем жизни. Попробуйте подойти ко мне, попробуйте. Вот, тоже этот чеченец, который прикидывается ингушом, у меня мать, оказывается, Евлоева, до всю жизнь был чеченцем, потом, моя мать Евлоева ингушка, не все Евлоевы ингуши, конечно, но вот решил он подхалимствовать эти ингуша. Начал мой знакомый, когда я танцевал Чаби, вот там он начал, она такая красиво восхищается. И других красавиц, наверное, в жизни не видел, живет в Европе уже 20 с лишним лет. Других красавиц он не видел, только вот танцевал Чабиева, красавица номер ван в Ингушетии, на Кавказе. Вот понравилась девушке ему. Причем он видит только, я вижу ее недостатки, она мне не нравится, я не зачарован этой девушкой. А он видит только оболочку внешнюю. И вот цивилизационно это выбор, скорее всего, между добром и злом, между порядочностью и честью и бесчестием. Вот цивилизационный выбор. Кто чеченцы, мы знаем. Вот вопрос, кто такие ингуши. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.